Малыш 1 на 10 тысяч. У годовалого Богдана Дубровского из Уфы нет обоих слуховых проходов. Кроме того, недавно нашли опухоль. Как помочь крохе, расскажет Лилия Курбанова. Они все, когда начинают что-то неизвестное, они замирают, как... У него так сердце сильно бьется. Богдан. Бодя. 5 месяцев с самого рождения малыш жил в тишине. Во взгляде непонимание, что происходит. Первые звуки в жизни Богдана появились на приеме у сурдолога. Слуховые аппараты настраивают индивидуально. Такой аксессуар стал обязательным больше полугода назад. Кроха уже привык. Вот, допустим, сейчас скажу: Богдан, где машинки? Богдан, дай маме машинки. Ну, сейчас, Богдан, дай маме машинку. Машинку маме дай. Вот видите, ну, вот сейчас вот он слышит. Слуховые аппараты крепятся так, чтобы они плотно прилегали к голове. Звук поступает через кость. У малыша тугоухость 3-й степени. И слуховых проходов у Богдана нет. Патология встречается 1 на 10 тысяч случаев. Чаще у мальчиков и обычно только с одной стороны. Мы попали вот под 10%, которые полностью не слышат. То есть задето полностью 2 уха. И поэтому ребенку требуются аппараты. Аппараты надо менять каждые 4 года. Но проблема не только в этом. Врачи из Америки обнаружили опухоль. Мама Богдана отправила медикам анализы. Консультация проходила онлайн. Холестиотома – это опухоль. Она как киста. Она растет и, получается, может задеть слуховые косточки, дойти до лицевого нерва, то есть ребенка перекошает. Ну а самые плохие последствия – это, конечно же, асептический менингит, и потом уже все. Ну, то есть может дойти до мозга и все. Я не хотела бы подвергать ребенка операции в России только по тем причинам, что ребенок двухсторонний. Двухсторонних детей в России, прооперированных хорошо, ну, то есть, чтобы они сняли слуховые аппараты, то есть, и ребенок бы слышал полноценно, еще нет. Ну, то есть, я не встречала. Надежду дали в США. Там готовы принять малыша. По словам медиков, необходимо сделать 2 операции с промежутком в полгода. С кожи головы срезается тонким лезвием кожа для прохода. Лазером, получается, сверлится проход и лоскут туда натягивается. Создается искусственная барабанная перепонка. Ухо будет очищаться не само. Его надо будет ездить каждый год очищать в Москву у определенного врача. После этого с бедра берется кожа для обтяжки уха. Ухо делают из полиэтилена синтетического. Какова статистика вообще? То есть 99,9% детей после операции слышат сразу. Вот только есть проблема – высокая стоимость хирургических вмешательств. Необходимо собрать почти $200 тысяч. По нынешнему курсу это 14,5 миллионов рублей. Мама Богдана открыла сбор средств. В Инстаграме она ведет страницу, где выкладывает отчеты. Помочь можем мы с вами. Реквизиты вы видите на ваших экранах. Если всего лишь 14,5 тысяч человек перечислят по 1000 рублей, то сбор закроется. Сумму можно отправить любую, даже 100 рублей сыграют роль в жизни крохи, у которого еще есть шанс услышать самостоятельно и научиться говорить спасибо. Первый раз он сказал «мама», когда ему было год. Я тогда плакала от счастья, потому что я думала, что мой ребенок никогда этого не скажет. Ну, то есть, если ребенок не слышит, соответственно, он не будет говорить. Лилия Курбанова, Вадим Исламов, Новости Уфа.